Дорогие наши слушатели, вы увидели и услышали главного героя сегодняшнего концерта Харатая Таскаракова, артиста Хакасского национального драматического театра имени Александра Топанова. Это он организовал сегодня и устроил нашу с вами встречу. Нашу концертную программу мы назвали «Голоса степей». И название это придумали не случайно, поскольку нам кажется, что голоса степей подразумевают под собой не только живые человеческие голоса, но и также наполненные человеческим дыханием, мыслями и чувствами звуки музыкальных инструментов. То есть музыкальные инструменты мы интерпретируем как прямое продолжение человеческого голоса. Издревле в творчестве, народном творчестве любого народа музыкальные инструменты имели сакральное значение, наделялись большой магической силой, обладали статусом священных инструментов. И эта сила магическая способна была одухотворять, очищать, волновать душу человека. И, например, в творчестве хакасских хайджи Четхан его звуки чудесные и волшебные могли завораживать и наполнять светлыми чувствами, светлыми мыслями, светлыми думами природу. Неизменно Четхану в творчестве хайджи, в народном творчестве отводились поэтические строки, где он награждался такими эпитетами, как «золотой», «сладкозвучный», «многоголосный», «40-60-струнный». И до сих пор в хакасской национальной культуре Четхан остается любимым национальным инструментом. Поэтому мы решили нашу концертную программу начать именно с него. Но национальным достоянием хакасского народа нашей республики являются и другие музыкальные инструменты, такие как хомыс, ых, тюр, хобрах, ишор, сылос. Эти инструменты дошли до нас из глубины веков и в настоящее время успешно развиваются и применяются как в учебной, так и в концертной практике. Музыкальные инструменты — это воплощение дум, чувств, мыслей народа. И в наше время они сохранились благодаря не только самим музыкантам, исполнителям, но и мастерам-изготовителям, которые их делают и воплощают в них свои знания и умения. Такими мастерами на сегодняшний день признанными и заслуженными, известными всей республике, всем жителям республики Хакасия являются Петр Яковлевич Топоев и Сергей Трофимович Черков. Выставку Петра Яковлевича Топоева вы видели в фойе этого театра, этого заведения. И Харатай Таскараков, собственно, является учеником Петра Яковлевича Топоева. И если есть учитель, то обязательно найдется человек, который захочет перенять навыки и умения мастера. И таким оказался как раз сегодняшний герой. Харатай Таскараков — это представитель молодого поколения музыкантов и мастеров-изготовителей. Он родился в 1991 году в селе Будрахты Таштыбского района. И после окончания общеобразовательной школы приехал в Абакан для того, чтобы получить музыкальное образование. Поступил в музыкальный колледж на Институт искусств Хакасского государственного университета на специализацию социально-культурная деятельность и народное художественное творчество. Благополучно ее музыкальный колледж закончил, отслужил в армии, а затем в 2014-м поступил в Российский государственный институт
сценического искусства, город Санкт-Петербург. Надо сказать, что в годы учебы и в колледже музыкальном здесь, в Абакане, и учась далеко от своей родины в Санкт-Петербурге, Харатай обнаружил стремление в себе изготавливать музыкальные инструменты и, собственно, преследует свой неповторимый индивидуальный путь. И, учась у Петра Яковлевича Тупоева, ищет свое творческое лицо, свой почерк. Собственно, сегодня мы это услышим и увидим. Помимо хобби Харатая Таскаракова изготавливать музыкальные инструменты, он также имеет склонность к танцевальной деятельности. Когда учился в музыкальном колледже и в Петербурге в институте, он участвовал в танцевальных коллективах, таких как «Жарки», «Аяз», «Кюнсузы», а в Петербурге ходил в творческую студию, в ансамбль осетинского танца, народного танца «Нарт». И в свободное от учебы и танцев время мастерил музыкальные инструменты, поскольку зов души не покидал его, и, находясь далеко отсюда, от Абакана, от республики, находил различные материалы, которые воплощал затем в музыкальные инструменты. И эти музыкальные инструменты мы сегодня вам как раз представим. Начнем мы с духовых музыкальных инструментов. Это хобрах и шор сылос. Традиционно хобрахи делались из различных материалов, в частности, из костей домашних и диких животных, из дерева и из зонтичных растений, из стволов свежих и высушенных стволов зонтичных растений. Сейчас Георгий, точнее, по паспорту Георгий Михайлович, а в жизни хакасское имя Харатай Таскараков. Харатай исполнит импровизационный наигрыш на хобрахе из кости косули.